Обзор экономических, спортивных событий, мировые новости и главные события региона. Обо всем этом мы не только расскажем в ближайший час. Начнем с курса валют. На сегодняшний день курс рубля к иностранной валюте, установленный Центробанком, составил за доллар 65 рублей 13 копеек, евро 71 рубль 29 копеек. Что касается обмена валюты в Якутске, то выгоднее всего доллар покупает Россельхозбанк за 64 рубля 90 копеек, продает Восточный банк за 65 рублей 35 копеек. По евро в покупке лидирует также Восточный банк, это 71 рубль 25 копеек, продает выгоднее всего все тот же Восточный банк за 71 рубль 75 копеек. Цены на продукты питания вырастут на 3,5% к концу года. Больше всего это отразится на яйцах, сахаре и мясе птицы. Об этом заявили в Ассоциации компаний розничной торговли. Подорожание прогнозируется в пределах инфляции. Рост стоимости яиц и мяса птицы связывают с сезонным фактором. Осенью, зимой дорожает корм, а рост цен на сахар связан с ростом себестоимости сырья, топливных расходов и увеличением издержек производства. За первые 8 месяцев текущего года продукты подорожали на 1,7%, однако рост цен к концу года будет плавным. В России упростят онлайн-покупки с мобильных устройств. Ожидается, что новый механизм появится уже в ноябре. Это даст возможность магазинам сэкономить на эквайринге, а вырученные деньги вложить в промо-акции и кэшбэки. Технология позволит быстро и удобно делать покупки с гаджетов через систему быстрых платежей без сканирования QR-кода. Этот сценарий получил название «Мгновенный счет». Он будет реализован в виде ссылки. Система покупок через систему быстрых платежей в настоящее время работает в тестовом режиме. За 9 месяцев этого года объем перевоза грузов по железной дороге Нерюнгри-Пассажирская, Нижний Бестяг составил 5 миллионов 370 тысяч тонн. Это на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост отметили почти по всем основным номенклатурным группам. Так, к примеру, угля перевезено 4 миллиона тонн, продовольственных грузов 74 тысячи тонн. Общий грузооборот составил более 800 миллионов тонн-километров, что на 25% выше, чем в 2018-м. Напомню, что участок Томмот Нижний Бестяг в июле этого года сдан в постоянную эксплуатацию с пуском пассажирского движения. Станции участка включены в прямое сообщение с общей сетью РЖД с присвоением кодов единой сетевой разметки и продлением тарифов. В целом, более половины преподавателей вузов, техникумов, колледжей или занимающихся частной практикой удовлетворены своей работой. Таких оказалось 53%. А вот среди школьных учителей эта доля гораздо ниже – 39%. Если говорить о зарплате, то на основном рабочем месте своим доходом чаще всего довольны частные преподаватели, а недовольных больше всего среди преподавателей вузов. В связи с этим почти половина преподавателей имеют подработку, которая примерно в половине случаев связана с обучением, например, репетиторством. А в преддверии Дня учителя сегодня в столице республики начались официальные мероприятия. Так, в эти минуты начинается торжественная линейка у памятника учителю, который расположен рядом с педагогическим институтом по проспекту Ленина. На месте находится наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Дмитрий, добрый день. Расскажи, что в эти минуты происходит у памятника и какая программа ожидает учителей в свой профессиональный праздник. Добрый день, Кристина. Но прежде чем начать, что здесь происходит, хочется отметить, что 5 октября выбрана дата не зря. Именно 55 лет тому назад был определен первый документ условий труда учителей во всем мире. А в 1994 году ООН провозгласил этот праздник уже международным. Но в эти минуты здесь у памятника учителя, у пединститута собрались не только молодые педагоги, студенты, но и ветераны, которые внесли свой неоценимый вклад в развитие системы образования в нашем регионе. Министр, в свою очередь, отметил, что педагогами становятся только сильные люди, и благодаря им сегодня наша республика процветает и развивается. Я бы хотел пожелать нашим сегодняшним учителям быть вот такой путеводной звездой для нашего подрастающего поколения, быть многогранной личностью, чтобы вместе с учениками, наравне с ними постигать наш изменяющийся сегодня мир. И самое главное, я считаю, учителей должна быть доброта,
уважение к своему ученику и чтобы он был ему другом и наставником. Но на этом официальные мероприятия, которые проводятся в столице республики, не завершаются. Во второй половине дня лучших учителей будут награждать благодарственными письмами и нагрудными знаками уже в Доме правительства. На этом у меня все. Кристина. Дмитрий, спасибо. Я напомню, на прямой связи со студией был наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Перейдем к новостям экономики. Иностранные граждане, работающие в России и желающие получить российское гражданство, смогут сделать это теперь через год, а не 3, как раньше. Подробнее в экономическом обзоре расскажет мой коллега Иван Лазаренко. Иван, а кого именно коснется эта мера? Да, Кристина, действительно, Министерство труда расширило список высококвалифицированных профессий, представители которых смогут теперь получить российское гражданство через год работы, а не через 3, как раньше. Среди них агротехники и зоологи. Но обо всем по порядку. Это новости экономики. В студии Иван Лазаренко. Врачи, учителя, журналисты, слесари, трактористы и представители еще десятка профессий и специальностей теперь смогут стать гражданами России всего за год. Именно столько им нужно отработать в нашей стране, чтобы претендовать на гражданство. Со 2 октября минимальный список работы в России, дающий квалифицированным иностранным работникам право на упрощенное получение российского гражданства, сократился с 3 до 1 года. Минтруд расширил список профессий, представители которых могут получить гражданство в ускоренном порядке. Среди них очень много медицинских работников, например, психиатр, психиатр-нарколог, невролог, лор, офтальмолог, травматолог-ортопед. Также нужны педиатры, терапевты, хирурги и медсестры. Готова Россия быстро принять в гражданство и журналистов, зоотехников, механизаторов, слесарей по ремонту сельхозоборудования, технологов, трактористов, комбайнеров, агроинженеров, инженеров по горным работам. Через стимулирование квалифицированной миграции шли многие страны. Этот способ сэкономить на подготовке специалистов, отмечают эксперты. Минтруд включил в список именно тех специалистов, в которых Россия имеет острую нехватку. В то же время отмечается, что согласование структуры российского высшего образования с потребностями рынка труда может дать не меньший эффект, чем привлечение иностранных специалистов. Только 4,5% граждан, которые могли бы открыть свое дело, действительно собираются это сделать. Еще 26% респондентов сказали, что такие планы у них и есть, но в отдаленной перспективе. Результаты предыдущих опросов фиксировали примерно такой же расклад, причем за почти 2 десятилетия число категорически не желающих заниматься законным бизнесом даже увеличилось. В списке основных противопоказаний для занятия бизнесом это отсутствие средств, высокие налоги, необходимость оформлять множество разрешений и лицензий. В числе основных препятствий для открытия своего дела называют конкуренцию, а также недостаток нужных знаний и опыта. Основной резерв пополнения кадров предпринимателей – это молодые люди, не бедные жители крупных городов, областных и районных центров, а также самозанятые. Если среди наемных работников 61,5% заявили, что не хотят создавать свое дело, то среди самозанятых такие ответы встречались почти вдвое реже – 34%. Российский Минфин прорабатывает варианты ужесточения налоговой нагрузки на мировых поставщиков цифровых услуг, таких как Google, Facebook и Apple. Так, Минфин предлагает ввести изменения в российское законодательство, чтобы цифровые компании декларировали доходы для налогообложения в тех юрисдикциях, где находятся их пользователи. По мнению ведомства, такой подход позволит справедливо распределить налоги и не допускать бюджетных потерь. Сейчас глобальные интернет-компании чаще всего платят налоги на прибыль по месту регистрации штаб-квартиры. Поэтому для сокращения издержек многие из них переносят штаб-квартиры в юрисдикции с низкими налогами. Так, в Европе офисы Google, Facebook, Microsoft зарегистрированы в Ирландии, где ставка налога на прибыль составляет 12,5%. Якутия станет пилотным регионом проекта по строительству объектов солнечной генерации с автоматизированными системами управления и созданию систем накопления энергии. Соответствующее соглашение о сотрудничестве в области реализации проектов по развитию возобновляемых источников энергии и созданию автономных гибридных энергоустановок на территориях Дальневосточного округа с децентрализованным электроснабжением подписали генерирующая компания «Русгидро», «Хевел Энергосервис» и Фонд развития Дальнего Востока в рамках Российской энергетической недели. Отмечается, что в результате замещения неэффективной дизельной генерации автономными гибридными энергоустановками с использованием возобновляемых источников энергии будет обеспечено снижение зависимости региона от дорогостоящего привозного топлива и воздействия дизельной генерации на окружающую среду.
За 2 месяца этого года количество индивидуальных инвестиционных счетов на Дальнем Востоке увеличилось на четверть. С 47 тысяч в июне до 59 тысяч на конец августа. Этот тренд на Дальнем Востоке соответствует общероссийской тенденции. Лидером в макрорегионе по-прежнему остается Приморский край. А быстрее всего в июле-августе росло число индивидуальных инвестиционных счетов в Якутии. Здесь стало таких счетов почти на треть больше. Активный рост количества индивидуальных инвестиционных счетов объясняется прежде всего привлекательностью этого инструмента для индивидуальных инвесторов с точки зрения налоговых льгот. При общей тенденции к снижению процентных ставок по финансовым продуктам для граждан возможность возврата 13% от суммы ежегодного взноса или освобождение дохода на инвестиционном счете от налогообложения при закрытии счета является существенной. Напомню, чтобы воспользоваться любой из двух налоговых льгот, нужно открыть индивидуальный инвестиционный счет и не закрывать его в течение 3 лет. В течение каждого года на счет можно вносить сумму в пределах 1 миллиона рублей и только в российской валюте. Налоговый вычет от государства при этом возможно получить только суммы до 400 тысяч рублей. Это 52 тысячи рублей в год. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24. Кристина, ну а актуальная информация в следующих выпусках. Спасибо. Иван, спасибо. Об экономической ситуации в стране нам рассказал Иван Лазаренко. Сбербанк официально подтвердил утечку данных по кредитным картам 200 россиян. Информацию о 60 миллионах банк назвал некорректной. Также по заявлению компании средства на кредитных картах всех клиентов, включая тех, чьи данные попали в сеть, находятся в безопасности. Так как учетные записи по кредитным картам не позволяют мошенникам что-либо украсть, там нет трехзначных оборотных кодов карт, логинов и паролей от интернет-банка. Кроме того, системы антифрода предотвращают мошеннические операции в регулярном режиме. Основная версия утечки данных – преступные действия одного из сотрудников компании. Поданы соответствующие заявления к правоохранительным и Роскомнадзор, а также проинформирован Центральный банк России. Как должны выглядеть города и села? Этот вопрос накануне обсуждали на ежегодном форуме архитекторов Якутии. Саргалана Захарова с подробностями. Проспект Ленина, главная улица столицы, ее исторический центр. Сталинки 50-х годов стали неотъемлемой частью городского облика, но в последнее время не везде его уже можно разглядеть. Фасады почти с полувековой историей закрыли рекламные баннеры и вывески. И теперь различить уникальную эстетику сталинских элитных домов стало довольно сложно. Но так будет не всегда, надеются градостроители. В столице разрабатывается специальный дизайн-код для проспекта. Дизайн-код предполагает из себя упорядочивание. Во-первых, это рекламные средства, которые расположены на фасадах здания, это входные группы, это элементы благоустройства, которые находятся в пределах улицы. И в дизайн-коде показывается, какие рекламные конструкции могут быть и в каком виде они должны быть на будущее. Хаотичные баннеры, выцветшие рекламки, обшарпанные полотна старых вывесок – большая проблема для города. Убрать их в одночасье затруднительно. Предприниматели защищают свои интересы. Помимо этой боли есть целый ряд других вещей, не менее губительно влияющих на облик города. Конечно же, во-первых, это мусор. Мусора много на улице валяется, это никак не улучшает внешний вид города. Портит, я думаю, что, наверное, скорее всего, то, что мало зелени. Неудобные тротуары, много мусора, ну и плюс какие-то здания не вызывают чувства красоты. У нас дома, они, если честно, какие-то облезлые стены и много заброшек некрасивых. Мусор, все, старые дома и грязно, и все такое. Ну, мусор точно портит. И, скорее всего, вот мне нравится в нашем городе то, что в нашем городе очень хорошо относятся к памятникам. Справедливости ради стоит отметить, что город преображается. Яркость в облик столицы придают оригинальные муралы стрит-арты. Строят скверы и зоны отдыха. Однако мало построить, нужно их еще и сохранить. Жизненный цикл этих объектов, он гораздо дольше. И он зависит именно от того, как эти объекты будут содержаться, у кого они будут на балансе, будут ли средства на то, чтобы потом заниматься текущими ремонтами, при необходимости капитальными ремонтами, поливать, не знаю, там
цветы, деревья, кусты или же просто проводить какие-то мероприятия, потому что... Когда готовила материал, решила провести опрос на своей личной странице в социальных сетях. Вопрос тот же: что портит ваши города и поселки? Ответы невозможно сказать, что были самые разные. В основном людям бросаются в глаза кривые улицы и тротуары, вездесущие трубы, мусор и нечистоты, которые так ярко выделяются на белом снегу зимой. Но больше всего удивило множество ответов люди. И на самом деле, возможно, стоит начать с себя. Ведь, как говорится, не место красит человека, а человек место. Светлана Захарова, Георгий Григорьев, Илья Сыромятников, Якутск. Перейдем к новостям чрезвычайных происшествий. В столичную полицию обратился владелец автомобиля, которому неизвестный хулиган разбил лобовое стекло. Подробности расскажет мой коллега Александр Хавренко. Александр, полиция выяснила, кем оказался хулиган, разбивший стекло? Да, Кристина, полиция нашла хулигана, им оказался 64-летний пенсионер. В эфире рубрика «Чрезвычайные происшествия». В студии работает Александр Хавренко. Здравствуйте. Нетрезвый пенсионер повздорил с водителем микроавтобуса. Когда словесные аргументы были исчерпаны, пожилой мужчина поднял с земли камень и кинул его в лобовое стекло автомобиля, после чего скрылся. Водитель обратился в полицию, и вскоре метатель камней был задержан. Им оказался 64-летний пенсионер. Свои действия он объяснил тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». В рамках проведения операции «Адаптация» якутские полицейские провели рейды по профилактике безнадзорности несовершеннолетних. В рейдах приняли участие 66 сотрудников органов внутренних дел и 50 дружинников-студентов. Всего в ходе мероприятия в отношении несовершеннолетних и их законных представителей было составлено 10 протоколов об административных правонарушениях. 3 несовершеннолетних, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, в общественных местах были помещены в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Еще 3, не достигших 18-летнего возраста и находившихся в состоянии опьянения, были переданы законным представителям. Родители будут привлечены к административной ответственности. 6 подростков находились на улице в ночное время без сопровождения взрослых. Кроме того, инспекторами ПДН выявлен факт вовлечения несовершеннолетней в систематическое употребление алкоголя. В настоящий момент проводится процессуальная проверка. В суд передано обвинительное заключение по делу о мошенничестве. Женщина временно проживала в частном доме своих знакомых и решила на этом заработать. Она подала в интернете объявление о сдаче дома в аренду. На объявление откликнулись 5 человек. После осмотра дома лжехозяйка взяла с них предоплату и пропала из поля зрения. Всего ей удалось получить более 200 тысяч рублей. Из указанной суммы ущерб частично возмещен одному потерпевшему в размере 4 тысяч рублей. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по обвинению бывшего главы муниципального образования Аймиконский район. Он обвинялся по 2 эпизодам злоупотребления должностными полномочиями. По данным следствия, в 2013 году глава района с целью получения в личное пользование квартиры, расположенной в поселке Уснера, организовал проведение открытого аукциона. Аукцион не состоялся, и глава предпринял меры, связанные с незаконным отчуждением квартиры стоимостью 1,5 миллиона рублей в пользу членов своей семьи. Кроме того, глава района, имея 2 высших образования и зная о невозможности получения 3-го высшего образования за счет бюджета, принял меры к оплате своего обучения за счет средств бюджета района. В ходе предварительного расследования обвиняемый признал свою вину в совершенных преступлениях и возместил ущерб, причиненный муниципальному образованию своими действиями по оплате за обучение. Кроме того, в ходе следствия приняты меры о возвращении незаконно полученной главой квартиры в муниципальное пользование. В четверг вечером на реке Алдан в Тампонском районе на мель сел паром. На борту судна находились 5 микроавтобусов, 9 грузовиков и 6 легковых автомашин. Людей вывезли с парома на лодках и их обеспечили бесплатным питанием в ближайшем кафе. Для снятия парома с мели на место происшествия вышел теплоход. Самолет «Суперджет Сухой» авиакомпании «Якутия» совершил полет из Якутска в Певек и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту назначения. При посадке самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 5 метров левее. Жертв и пострадавших нет. Высадка пассажиров производилась по основному трапу в штатном режиме. Повреждений воздушное судно не имеет. Магаданской транспортной прокуратурой организована проверка по факту происшествия. На борту самолета находилось 72 пассажира и 6 членов экипажа. Следователи выясняют все обстоятельства и причины произошедшего. На этом наш выпуск подошел к концу. О развитии событий в следующих выпусках новостей. Всего вам доброго и будьте осторожны. Кристина, на этом у меня все.
Александр, спасибо. О чрезвычайных происшествиях рассказал мой коллега Александр Хавренко. Uber запускает для своих пользователей в Нью-Йорке новый сервис. Теперь добраться с южной части Манхэттена до аэропорта имени Джона Кеннеди можно всего за 8 минут на вертолете, рассказывает Артем Сторонов. Uber взлетает в небо над Нью-Йорком. Пользователи приложения скоро смогут вызвать вертолет, чтобы добраться до аэропорта имени Джона Кеннеди. Сервис под названием Ubercopter станет доступен для всех с 7 октября. Элитные пользователи могли попробовать услугу с июня. Стоит она немало. 8-минутный полет обойдется минимум в $200 с человека. Правда, в эту стоимость включен и наземный трансфер до взлета и после посадки. Представитель Uber Эрик Эллисон уверен, что клиентов будет много. Мы знаем, что есть большой спрос на трансфер до аэропорта и обратно. Это отличная возможность предоставить ценную услугу нашим клиентам, ведь они смогут добраться туда быстрее, чем когда-либо. Пока что сервис работает только между южной оконечностью Манхэттена и аэропортом, но компания собирается открыть и другие точки посадки. Экономия времени очевидна. На машине путь может занять до 2 часов, на общественном транспорте около часа. Но чтобы вывести услугу на массовый рынок, понадобятся новые технологии. Uber уже разрабатывает электроаэротакси, которое будет дешевым, тихим и экологичным. Запуск этого сервиса в Лос-Анджелесе, Далласе и Мельбурне запланирован на 2023 год. 4 человека были задержаны в понедельник в ходе спецоперации в порту Кальяо рядом со столицей Перу Лимой. На одном из судов здесь обнаружили свыше 12 миллионов засушенных морских коньков. Подробности в следующем сюжете. Преступление против окружающей среды. Именно так назвали власти Перу эту находку, сделанную в понедельник на одном из кораблей в порту города Кальяо рядом со столицей Лимой. В ходе спецоперации здесь были конфискованы свыше 12 миллионов засушенных морских коньков. Мы изъяли 55 коробок общим весом 1043 килограмма, полных тихоокеанских морских коньков вида Hippocampus ingens. В соответствии с министерским указом, этот вид полностью запрещено вылавливать вдоль всего побережья Перу. Груз, по данным местных изданий, предназначался к отправке в Китай, где его предполагалось продать на черном рынке для медицинских целей. На судне находились 4 члена экипажа, один из них – гражданин Венесуэлы. Все они задержаны, им грозит от 3 до 5 лет лишения свободы. Команда британских ученых использовала ускоритель частиц синхротрон для исследования обугленного папируса возрастом 2000 лет из библиотеки Геркуланума. Этот город, как и Помпей, был уничтожен смертоносным извержением Везувия в 79 году нашей эры. Свет ярче солнечного пролили ученые на древние папирусы, чтобы раскрыть их тайны. Письмена были погребены под пеплом после знаменитого извержения Везувия, уничтожившего в 79 году нашей эры как Помпеи, так и Геркуланум, где находилась уникальная античная библиотека. При раскопках в XVIII веке археологи обнаружили сотни текстов, но часть из них была в плачевном состоянии. Среди них вот эти 2 полных свитка и 4 фрагмента. Брент Силес, профессор компьютерных технологий из университета Кентукки, говорит о важности этих материалов. Библиотека Геркуланума – единственное уцелевшее античное собрание, поэтому информация внутри свитков невероятно ценна. В результате извержения папирус сильно обуглился, и свитки возрастом 2000 лет стали слишком хрупкие, чтобы их развернуть. Но британские ученые нашли способ сделать это виртуально, используя ускоритель частиц. Diamond Light Source – научный комплекс вблизи города Диткот в графстве Оксфордшир. Внутри синхротрон 3-го поколения. Установка способна ускорить частицы и запустить лучи по замкнутому кругу. Это создает свет во много раз ярче солнечного. Его-то и пропускают через античные свитки. Исследователи надеются, что плотность бумаги в местах, где начертаны символы, будет отличаться, говорит один из руководителей научного комплекса Ролан Шапон. Принцип схож с работой компьютерного томографа, который позволяет получить трехмерное изображение человека. Ты можешь углубляться в него, изучая различные органы. Так мы собираемся поступить и со свитками.
Мы пропустим сверхяркий свет сквозь них и сможем проявить двухмерные изображения на поверхностях. Мы реконструируем трехмерный объект и попробуем виртуально развернуть его и прочитать текст, не разрушая хрупкий исходник. Сканируя уцелевшие фрагменты текста, ученые надеются создать самообучающийся алгоритм, который сможет расшифровать письмена на папирусах. Эти данные отправятся для анализа в университет Кентукки. В честь индуистского праздника Наватари в Калькутте, как и во многих других местах, установили статую богини-воительницы Дурги. Но близко к нему верующих не подпускают. Слишком уж ценна скульптура. Елена Островская подробнее. 50 килограммов борьбы со злом из чистого золота. Драгоценную статую богини-воительницы Дурги, супруги Шивы, установили в индийском городе Калькутта. Официально он теперь называется Колката. Эту пандалу, временный шатер со скульптурной композицией, возвели к 9-дневному фестивалю Наватари, посвященному женским воплощениям в индуизме. Золотая статуя изображает десятирукую Дурги верхом на гималайском льве, побеждающую демона Махишасуру. Ее окружают другие божества индуистского пантеона, включая Ганешу, представленного по традиции в облике слона. На их создание ушло 110 килограммов серебра и позолоты. Над композицией мастера трудились 3 года, рассказал представитель городских властей Саджал Гхош. 2,5, почти 3 месяца ушло только на то, чтобы собрать воедино всю пандалу. 250 рабочих трудились денно и ночно. Верующих к золотой богине близко не подпускают. Разрешают лишь смотреть сквозь прутья ограды. Это были мировые новости на Якутии 24. Сегодня Всемирный день защиты животных. Праздник был установлен еще аж в 1931 году. В этот знаменательный день моя коллега Анастасия Кобызева находится в единственном зоопарке Якутии в Арто-Дайду. Она на прямой связи со студией. Настя, здравствуй. Расскажи, готовы ли животные к зимовке? Как сегодня они будут праздновать этот день? И самое главное, как же поживает символ зоопарка – белая медведица Колымана? Кристина, я тебя приветствую. Действительно, очень много интересных вопросов. Я обо всем обязательно подробно расскажу, мы все покажем, но обо всем по порядку. Вот прямо сейчас я нахожусь рядом с вольером, где обитают изящные кошки-рыси. Я вот сейчас попрошу оператора их показать. Но нахожусь в первую очередь здесь я не случайно, вот именно потому, что вот с этой рыси, можно сказать, началась история зоопарка. Знакомьтесь, это Куня, ей почти 20 лет, и вот она считается, что она первая обитательница зоопарка Арто-Дайду. Но она, как истинная женщина, при виде камеры застеснялась, отвернулась, но мы ее простим. Но, как говорят обитатели зоопарка, она очень хорошая и порядочная кошка, причем она очень хорошая мать и не раз приносила хороший, так скажем, приплод. Но расскажу немного об истории зоопарка. Не все знают, что он появился в 2001 году, и тогда он включал всего 12 видов. Вот на минуточку, сейчас их здесь больше 180 видов, от паучков до бурых медведей. Но стоит отметить, что животные, они как и люди, у них все по-настоящему. Вот, например, сейчас мы с вами проходим мимо озера, там у нас обитают уточки и гуси. Оператор сейчас покажет вам картинку. Вот они сегодня поистине радуются, вот, возможно, последним теплым денькам, чувствуют, что скоро наступит холод. Ну, также в самом начале нам работники зоопарка рассказали, что все уже готово к зимовке, все вольеры подготовлены, и все экзотические животные, например, павлины, они будут жить в теплых вольерах, отопление им уже дали. Но хочется отметить, что, вот, например, террариум, он будет работать и в зимнее время. Но, несмотря на то, что сегодня еще рабочий день, будни, есть посетители. Здравствуйте, можете помахать? Вы в прямом эфире. Вот.
Что еще стоит отметить? Я уже говорила, что террариум, он будет работать и зимой. Кстати, стоит отметить, что сегодня здесь работают около 40 человек, и все они пристально следят за животными. Но вот сейчас мы приближаемся к вольеру, где живет уже вот поистине символ зоопарка, наша медведица Колымана. Но история ее жизни и история ее любви с ее супругом Ломоносовым очень и очень интересная. Но мы знаем, что медведицу Колыману нашли в 2012 году в Арктике. Поселилась она здесь в том же году. С тех пор она здесь обитает. Телезрителям стоит еще немного подождать, мы сейчас ее уже совсем скоро покажем. И вот на следующий год она познакомилась со своим будущим супругом Ломоносовым, он из Ленинградского зоопарка, а в 2016 году у супружеской пары родился первенец. Это наша медведица Харчана, что с якутского языка означает снегурочка, снежинка. Сейчас она живет со своей бабушкой в Ленинградском зоопарке. Вот мы совсем уже близко. Я сейчас хочу попросить показать оператора вот эти стенды. Знаете, они очень интересные. Я очень умилялась. Вот посмотрите, здесь записаны каждые шажочки нашей медведицы. Вот посмотрите, написано: Харчана открыла глазки на 45-й день, 14 января. А первые шаги малышки зафиксированы на 53-й день, 23 января. Вообще, жизнь белых медведей, она уникальна. И поэтому сейчас все о наших медведях нам расскажет научный сотрудник зоопарка Наталья Сафонова. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, наконец-то я до вас дошла, от рыси сюда. Наверное, мы покажем нашу Харчану, Колыману, и поговорим о ней. Американские СМИ писали о том, что возможно, что Колымана вновь беременна. Но вот она прибавила в весе, у нее изменились повадки. Вот что вы думаете об этом поводе? Ну, действительно, достоверно сказать невозможно, вот беременна Колымана или нет, да, потому что сейчас им около 8 лет уже, да, они уже не такие маленькие ребятишки, которыми были и развились, да, они уже более степенные медведи. Поэтому поведение, конечно, может и от этого меняться, да. Уже не так они прыгучие, уже не так они резвятся, как раньше. Вот. И в то же время у всех животных, вот, которые зимуют в условиях, вот, климатических условиях Якутии, с августа примерно начинается нажировка, они очень хорошо едят, накапливают жиры на долгую якутскую зиму. Вот, и поэтому представляете, что медведь весит, самка, да, это где-то 300 килограмм, а медвежонок, который рождается, всего 500 грамм. И поэтому вот невозможно увидеть визуально, есть ли малыш или нет. Ну, я попрошу оператора показать, она сейчас, вот мы подловили очень хороший момент, она плавает. Купается, принимает ванны, наверное, готовится к съемкам, возможно. Ну да, сейчас она где-то вот как раз в обеденное время купается, да. Утром они просто вот гуляют по вольеру, кушает. А вот посмотрите, как она красиво купается. Вот сейчас на спинке. Вот. Ой, красавица наша. Вот. А в обеденное время вот и температура как бы прогревается, да. Но вот они любят именно... Ломоносов с утра купался. Вот в соседнем вольере Ломоносов живет у нас. А Колымана вот в обед любит купаться. Кстати, вот многие интересуются, куда пропал Ломоносов. Давайте вот раскройте эту тайну. Ну, Ломоносов, если вы можете видеть, соседний вольер у нас есть, да, тоже довольно просторный, со своим бассейном. И Ломоносов живет сейчас отдельно. Вообще в природе белые медведи вместе находятся только во время спаривания весной. И все остальное время раздельно. Поэтому мы недавно тоже Ломоносова отделили, и он живет у себя по своему режиму, да, и Колымана живет тоже спокойно, уже по своему режиму. Ну, не могу не спросить, чем вы их кормите? Мы кормим, у них очень обширный рацион, но вы знаете, что белые медведи – это плотоядные животные, и в основном питаются в природе они тюленями, да? Вот. В зоопарках они в основном питаются рыбой, жирными сортами рыбы, вот, и жирной говядины. Вот. Летом они, например, у них в рационе появляются различные фрукты, овощи. Вот. А зимой это более жирные сорта рыбы, рыбий жир, растительное масло. Вот. Ну и, конечно,
они получают все, что необходимо, да, то есть витамины различные, вот, и ветеринарное сопровождение. Вот сколько килограммов рыбы в день съедает самка? Ну, до 15 килограмм могут съедать белые медведи. То есть у них аппетит тоже может меняться. Сегодня так они хотят, завтра эдак, да. Но вот примерно среднее количество, да, в день это 15 килограмм ежедневно. Ну вот не могу еще не спросить про их первенца, как она сейчас живет в зоопарке. Говорят, что ее предки долгожители. Вот можете про это рассказать, пожалуйста? Ну, действительно, Харчана сейчас у нас живет в Ленинградском зоопарке. Она уехала на родину отца. Вот там вольер отремонтировали. Ну, наверное, все следят, да, за новостями и в Инстаграме на страничке Ленинградского зоопарка, и на сайте. Вот живет она хорошо в большом вольере. Мы постоянно поддерживаем связь с нашими коллегами. Вот они узнают о своем Ломоносове, как у него дела, и мы о Харчане, да. Вот и у нее действительно у Слади вот уже 30 лет. Услада — это бабушка. Это бабушка, это мама Ломоносова. И вот сейчас они живут рядом, да. Она, значит, в одном вольере, и рядышком через стенку, можно сказать, да, Харчана. Вот, ну, она действительно стала любимицей, и наши земляки ходят постоянно, да, проверяют, как наша Харчана там живет. Ну, конечно, мы хотели бы сказать, что Ленинградский зоопарк — это один из первых зоопарков, где содержали белых медведей и успешно размножали. Вот там работают очень профессиональные сотрудники, да, и все у них там как бы благополучно. Вот, поэтому Харчане тоже все хорошо, и сейчас вот она в большом вольере купается, очень такая игривая, и главное у нее поведение очень нам, когда смотрим, напоминает поведение Колыманы. Вот как Колымана учила ее, да, вот все просто она копирует, как и прыгает, как с игрушками играет, да, вот, поэтому... Ну, мы можем сказать, это мамина копия. Ну что ж, огромное вам спасибо за этот очень интересный рассказ. Мы желаем, конечно же, всем животным долголетия, крепкого здоровья. Ну и, конечно же, мы должны помнить, что впереди у нас долгие выходные, целых 2 дня. Поэтому это замечательный повод приехать в зоопарк, провести здесь последние теплые деньки с семьей, с друзьями. Ну, потому что атмосфера здесь замечательная, с животными всегда весело. И, Кристина, заканчивая свое прямое включение, хочу сказать, что на работу я сегодня не вернусь, точно останусь здесь. Настя, спасибо за интереснейшую экскурсию для наших телезрителей. Я напомню, на прямой связи из зоопарка Артадайду с нами была моя коллега Анастасия Кобызева. В Ленске заработали спортивные секции, традиционно игровые и национальные виды спорта. Но появились и новые. Прибыли в город новые тренеры по футболу и зимним видам спорта. Какие еще изменения ожидаются в спортивной жизни Ленского района, узнавала Анна Кожевникова. Последние монтажные и пусконаладочные работы по установке подъемника канатной дороги на лыжной базе завершены. С 2017 года любители зимних видов спорта были вынуждены подниматься по спуску, который длиной 500 метров, самостоятельно. С наступлением нового сезона сноубордисты и лыжники смогут заниматься на обновленной базе. И это одно из самых значимых преобразований спортивной жизни района в новом учебном году. Произошла реконструкция и самого лыжного спуска. Теперь его левый склон предназначен для любителей, а правый – для профессионалов. Нынче приглашен специалист, это тренер по футболу детский. Мы его специально пригласили из города Кемерово, из Кемеровской области. И он на сегодняшний день у нас уже работает. На хорошем уровне в Ленском районе игровые виды спорта. Всегда славились волейболисты Ленского района. Ежегодно становятся призерами российского уровня спортсмены пауэрлифтинга. Победы в копилку ленчан приносят и борцы национальных видов спорта. А это направление является приоритетным. Набивают руку и юные теннисисты. Секция работает под руководством Петра Евдокимова с января 2016 года. У меня сейчас 3 группы возраста, то есть 2 группы начальной подготовки. Начальная подготовка – это вот начинающие, начальная 1-го года есть, и группа начальной подготовки 2-го года. Также есть учебно-тренировочная группа. Те ребята, которые более-менее достигли каких-то успехов, результатов, они вот уже чуть постарше, те, которые почти 3 года занимаются.
Ребята уже проявили себя на республиканских соревнованиях в Мирнинском районе «Алмазная ракетка», откуда юные теннисисты привезли 2 первых и 2 третьих места. А на больших республиканских соревнованиях пока получилось завоевать только 14 место из 60. Но есть кому и куда расти. Все спортзалы Ленска открыты после ремонта и ждут своих постоянных и новых посетителей, как профессиональных спортсменов, так и любителей. Занятия для всех бесплатны. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Стартовали с победы. Баскетболисты подмосковных «Химок» выиграли у израильского «Маккаби» в первом матче нового сезона Евролиги. Подробности знает мой коллега Власий Сергеев. Власий, с каким счетом «Химки» одержали победу и какие еще российские клубы выступят на этом турнире? Кристина, здравствуй. Российские баскетболисты праздновали победу с преимуществом в 6 очков. Встреча завершилась со счетом 89-83. Ну а помимо «Химок» на этом турнире выступят действующие победители Евролиги столичный ЦСКА, а также Санкт-Петербургский «Зенит». Первые игры эти команды проведут сегодня. В эфире новости спорта. Здравствуйте. Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» одержал победу со счетом 89-83 над израильским «Маккаби» в матче первого тура Евролиги. Встреча прошла на арена Мытищи. Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев площадки Алексей Швед, набравший 22 очка. В следующем туре «Химки» на своей площадке встретятся с испанской «Басконией». Игра пройдет 11 октября. Сегодня матчи первого тура сыграют другие российские клубы. Санкт-Петербургский «Зенит» на выезде встретится с немецкой «Альбой», а столичный ЦСКА в гостях сойдется с испанской «Валенсией». Московский футбольный клуб ЦСКА проиграл испанскому «Эспаньолу» в домашнем матче группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла на веб-арене и завершилась со счетом 2-0. Авторами забитых мячей стали Улей и Виктор Кампусана. После 2 туров в предварительной стадии турнира армейцы занимают последнее место в группе H, имея в активе 0 баллов. «Эспаньоль» идет вторым, набрав 4 очка. Лидирует в квартете «Лудогорец». На счету болгарской команды 6 баллов. В следующем туре ЦСКА дома сыграет с венгерским Ференцварошем, идущим на 3-й позиции, а «Эспаньол» отправится в гости к Лудогорцу. Обе встречи пройдут 24 октября. Поражение потерпел и другой российский клуб, выступающий в Лиге Европы. И снова в роли обидчиков выступили испанские футболисты. Краснодар на своем поле со счетом 1-2 уступил Хетафе. В составе гостей 2 результативными ударами отметился Анхель Родригес. Единственный мяч россиян забил Ари. По итогам 2 туров краснодарцы с 0 в активе идут на последней позиции группы С. Хетафе 6 очками возглавляет квартет. В 3-м туре групповой стадии турнира Краснодар на выезде сыграет с турецким Трабзонспором, а Хетафе на своей арене примет швейцарский «Базель». Обе игры пройдут 24 октября. Завтра якутский мини-футбольный клуб «Заря» в рамках 4-го тура Высшей лиги России проведет встречу против столичного Мосполитеха. Игра пройдет в Московской области. В данный момент якутские футболисты занимают 8-е место в турнирной таблице чемпионата, набрав 4 очка. Ранее «Заря» сыграла в ничью с московским «Спартаком» 2-2, выиграла у уфимской «Алги» со счетом 7-5 и уступила нижегородскому «Оргхиму» со счетом 4-6. Мосполитех располагается на 9-й позиции, имея в активе 4 балла. Стартовый свисток матча «Заря-Мосполитех» прозвучит завтра в 19:00 по якутскому времени. Трансляция встречи будет доступна на официальном YouTube-канале Ассоциации мини-футбола России. Сборная России по регби со счетом 35-0 проиграла команде Ирландии в матче группового этапа Кубка мира и потеряла шансы на выход в стадию плей-офф. Турнир проходит в Японии, а для россиян это поражение стало 3-м к ряду. Ранее они уступили хозяевам соревнований со счетом 10-30 и команде Самоа со счетом 9-34. Российские регбисты занимают последнее 5-е место в группе А, не сумев набрать ни одного очка. Лидирует сборная Ирландии, в активе которой теперь 11 баллов. В заключительном матче групповой стадии россияне сыграет с шотландцами. Игра состоится 9 октября. Подмосковный «Витязь» одержал выездную победу над московским ЦСКА в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 2-1. В составе победителей взятие ворот провели Пекка Ермака и Миро Алтанин. Единственную шайбу армейцев забросил Иржи Секач. Эта победа для «Витязя» стала 10-й к ряду в рамках континентальной хоккейной лиги. Подмосковный клуб поднялся на первую строчку турнирной таблицы Западной конференции. В активе команды 22 очка после 12 встреч. ЦСКА идет на 3-й позиции, набрав 21 балл после 13 игр. В следующем туре «Витязь» на своем льду сыграет с московским «Спартаком», а армейцы также дома встретятся с рижским «Динамо». Оба матча пройдут 6 октября. К этому часу это все спортивные новости. Мы продолжаем следить за событиями в жизни регионального и всероссийского спорта. Кристина, вам слово. Власий, спасибо.
А мы продолжаем. Праздник цирка начинается в Якутске. Сегодня в бриллиантовом цирке Якутии стартует 6-й международный фестиваль «Мамонтенок-2019». Больше 100 юных артистов примут участие в нем. В этом году программа намного насыщенная и посвящена 25-летию Государственного цирка Республики. В преддверии торжественного открытия фестиваля в Республиканском медиацентре прошла пресс-конференция с участием членов жюри конкурса. Это деятели циркового искусства России, Бурятии, Монголии, Казахстана, Израиля. Рассказали о предстоящей программе выступлений, будут представлены самые разные жанры. Но особое внимание участники в этом году уделили воздушным представлениям. Есть воздух у нас трапеции, есть штейн-тропы, есть швунг-тропы. Вы понимаете, все разное. Есть вертушки, как у нас называется, когда там ракеты, просто и мотор работает, и по кругу артисты. Там своя специфика. Поэтому воздух, если даже его здесь много, это не значит, что будет однообразие. Это будет, может быть, гораздо многообразие. И вы увидите просто различные поджанры этого жанра. Рабочая неделя подходит к концу. Что предлагают зрителям кинотеатры и театры города, расскажет мой коллега Александр Хавренко. На большой экран вышел один из самых ожидаемых и обсуждаемых фильмов 2019 года «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли. Фильм хоть номинально и относится к вселенной DC Comics, но никаких супергероев вы на экране не увидите. Вместо этого режиссер Тодд Филлипс решил показать историю становления одного из главных злодеев вселенной и рассказать, как обычный человек становится главой огромного преступного синдиката. Но до этого он был просто комиком Артуром Флеком, который жил в доме со своей больной матерью, которая с детства учила его делать счастливое лицо. Но чем больше Артур улыбается миру, тем жестче мир с ним обращается. И в один прекрасный момент психика комика не выдерживает. За последние 30 лет это уже 4-е киновоплощение Джокера. В 1998 году на экраны вышел фильм Тима Бертона «Бэтмен», в котором роль эксцентричного гангстера-психопата исполнил Джек Николсон. В 2008 году режиссер Кристофер Нолан в «Темном рыцаре» показал нам жестокого маньяка-убийцу, блестящего сыгранного Хитом Леджером. В 2016 году Дэвид Эйр в картине «Отряд самоубийц» представил нам несколько гламурного, но все такого же психованного преступника в исполнении Джареда Лето. Теперь пришло время Хоакина Феникса. Насколько Феникс хорош в образе сумасшедшего преступника в клоунской маске, мы увидим в кино. «Джокер» был презентован на Венецианском кинофестивале, где получил главный приз «Золотого льва». Исполнитель главной роли Хоакин Феникс сказал о своей работе в проекте следующее. Я актер, и моя работа заключается в том, чтобы становиться тем, кем я не являюсь. Да, у людей есть устоявшееся мнение о Джокере, они ждут определенных вещей. И я мог бы их исполнить, но тогда это будет противоречить моим принципам. Понимаете, проторенная дорожка не мой путь. Я не хочу нравиться всем. Роль в Джокере – попытка открыть для себя и зрителей нечто новое. Это может быть не лучшее исполнение персонажа, но оно точно другое. А для самых маленьких зрителей в кинотеатрах начался мультфильм «Эверест». Добрая и красивая сказка о дружбе девочки Лу и огромного, но очень доброго Йети. Встретившись посреди мегаполиса, Лу помогает снежному человеку спастись от злых сотрудников секретной лаборатории, которым Йети нужен для экспериментов. Тогда юная Лу решает проводить Йети домой, на вершину Эвереста. В субботу поклонников оперного искусства театр оперы и балета приглашает на знаменитую оперу Моцарта «Волшебная флейта». 5 октября «Волшебная флейта» посвящается юбилейной дате солистки оперы заслуженной артистки Якутии Анны Загорниковой. Она выйдет ведущей партии «Помины». Анна Загорникова служит в Якутском театре оперы и балета с 1997 года. В ее театральном багаже ведущие сопранные партии в таких спектаклях, как «Турандот», Евгений Онегин, опереттах «Летучая мышь», «Мадам Баттерфляй», «Олеко», «Кармен» и «Пиковая дама». В воскресенье в Русском театре покажут комедию Рэя Куни «Out of Order» или «13-й номер». Комедия положений от признанного классика английского юмора. В тот же день театр эстрады приглашает на премьеру мюзикла «Чудесный костюм» в постановке Татьяны Чаранской. Герой знаменитого рассказа Рэя Брэдбери «Чудесный костюм сливочного цвета» выйдет на сцену театра с песнями и танцами. Популярная якутская певица Галя Виноград в воскресенье отмечает 5-летие творческой карьеры. И как это заведено у творческих людей, празднование пройдет на сцене. Поздравить Галю Виноград придут ее коллеги по цеху Джида, Киджа, Диско Доллс и другие. Государственный цирк Якутии приглашает всех отметить свой четвертьвековой юбилей и посмотреть специальное праздничное шоу «Нам 25 лет».
В программе выступления цирковых артистов из Колумбии, Монголии, Вьетнама, Татарстана и Москвы, а также артистов бриллиантового цирка и юных артистов программы «Поколение Next 3». Также поздравить цирк с днем рождения придут оперная солистка Екатерина Захарова, солист Государственного театра оперы и балета Григорий Петров. Также зрители увидят танцы в исполнении Национального театра танца Якутии и многое-многое другое. Рабочая неделя подходит к концу. Нескучных вам выходных. И в завершении выпуска о погоде в крупных городах республики. В Алдане 1 градус, ветер дует со скоростью 4 метра в секунду, облачно. В Ленске столбик термометра остановился на отметке 4 градуса со знаком плюс, ветер в порывах 3 метра в секунду. В столице Алмазного края в эти минуты 1 градус, ветер дует 3 метра в секунду. А за окнами жителей Нерингри 5 градусов, дует слабый ветер со скоростью 2 метра в секунду. В Якутске прямо сейчас 2 градуса тепла, ветер 3 метра в секунду, облачность переменная, без осадков. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Еще больше информации на наших официальных сайтах. Оставайтесь на нашем телеканале.